У ефірі Білсату розмова, з вами Віталь Циганков. З чого складається білоруська національна ідея і ці вогулі можна її сформулювати? Яка нацыянальная рыса беларусаў найперш дапаможа ім перамагчы дыктатуру? Гэты ды іншыя пытанні тэма нашай сённяшняй размовы і сённяшні госць філосаф з Расіі Максим Гарунов. Добрый дзень. Добрый день. Максим, вы ўжо даволі доўга на нашым Еврорадыо ведзеце такую перадачу разам з Дмітром Лукашуком, якая называецца «Ідэя Х» пра беларускую нацыянальную ідэю. Першым мы пра яе пагаворым, ввогуле да вас пытанне, як вы, грамадзянін Расіі, зацікавіліся беларускай тэмай, што вас штурханула, і цяпер вы ўжо зараз фактычна жывеце в этой тэме? Заинтересовала, в первую очередь, сама Беларусь, потому что Беларусь, если посмотреть литературу о Беларуси, то, что они пишут там в Чехии, в Польше, вообще историки, это такая аномальная страна. Она не похожа ни на что. То есть вот найти страну, в которой национальная идея, национальное возрождение и вот все эти вещи, стремление к независимости развивались бы с такой же динамикой, как в Беларуси, практически невозможно. Вот буквально несколько дней назад я общался с одним из таких экспертов по Беларуси. Он сказал, что возможно, это приблизительно, развитие в Беларуси, оно происходило примерно как в Молдавии. То есть там какие-то вот общие черты можно уловить. Но в принципе все, что происходит в Беларуси, это происходит уникально. Я удакладню, аномальная для ўсходняй Европы. У параўнанні з іншымі проектами литовским, польским, да, нашими соседними. То есть если вы берете, условно говоря, 1905 год, да, первая революция на территории Российской империи. Значит, литовские крестьяне требуют, в 1905 году литовские крестьяне требуют, чтобы у них была грамота, чтобы им документы выдавали на литовском языке, и чтобы в школах преподавался литовский язык. Да, такие же требования в Украине, в Латвии, в Эстонии, у финнов, то есть везде, по всей стране. А у белорусов, вот в этом регионе, требований практически никаких с языком не связанных нет. То есть вот у всех соседей примерно все одинаково. Ты приходишь, ты обращаешься, что происходит в Беларуси, там все по-другому. Вот непонятно, им нужен язык, не нужен язык. Они вообще в этой повестке не живут. Они как-то вот в своем пространстве как-то пребывают, в своем космосе. И так во всем. То есть ты когда смотришь на Беларусь, обычно ее, когда пытаются... Есть же много уже... Национализм такая вещь довольно изученная. Да, про нее много чего написано. И есть уже такие, знаете, там стандартное течение развития. Этапы, предметы. Да, вот все этапы, все эти этапы работают где угодно, они работают у всех соседей Беларуси, кроме Беларуси. Ну, ось логичное пытание зараз любы глядач задасць, і я его сфармулюю. Это аномалия, это добра ці кепска. І калі не в таких катэгорыях, то гэта, скажем, гістарычнае спазненне, оно только несе минусы, ці можа оно парадоксальным чынам несе некие парадоксальные плюсы? Во-первых, это не хорошо и не плохо, это просто есть. Просто оно так сложилось. Во-вторых, по поводу опоздания, да, вот, допустим, Мирослав Грох, это такой ученый, классик, ученый мирового уровня, он говорил о том, что Беларусь, да, это сильно запаздывающий национализм. Он описывал это как запаздывающий. А с другой стороны, опять же, про запоздание. Вроде бы запаздывающие, вроде бы ничего, вроде бы люди живут, как будто бы у них нет никакой национальной идентичности. Вот я помню, пришел на концерт в честь столетия независимости БНР в 2018 году, и там было 35 тысяч человек со знаменами, с гербами. Там был концерт, на концерте люди подпевали исполнителям, и там была куча песен по-белорусски. Вот, и это было очень интересно, потому что я там, условно говоря, за год до этого просто тишина. Ни флага, ничего. У тебя ощущение, что про Беларусь, про червоно-белый флаг, и про гербы, и про то, что нам нужна своя собственная страна, нам нужен суверенитет, нам нужен свой язык, нам нужна своя история. Мы имеем на это право. Об этом говорит, условно говоря, 10 человек на весь Минск, и ты их всех знаешь. Ты с ними со всеми уже попил кофе. Вот, а потом... Выпил инше. Да. Вот, а потом... приходишь на концерт, и ты думаешь, там будет на этом концерте стоять те же самые 10 человек, а там их стоит 35 тысяч. Уяўляеце, што вы адчулі, калі ўжо зараз у жніўні
300 тысяч с черно-белыми стягами вышли на улицу. Ну вот, опять же, если это запаздывающий национализм, то на запаздывающий 300 тысяч вот так вот по щелчку пальцев не выходит. Значит, он не запаздывает, значит, он как-то развивается по-другому. Как-то, ну, то есть, то есть его нельзя увидеть между какими-то вот, между, там, условно говоря, выходом людей на концерт в честь БНР и между августом То есть 2020 есть такая года. библейская фраза «и опошние станут первыми». Ну вот это все как-то, знаете, по-партизански развивается, ты не можешь пощупать. Вот, то есть как бы, у тебя есть большие периоды, когда вообще никого нет. Да, это как, знаете, лес. Вот лес, он стоит, он пустой. Да, и никого нет. Потом бах, появляются партизаны, что-то происходит, а потом они растворяются в лесу. И опять пустота. И опять никого нет. Вот в Беларуси белорусский национализм как-то вот так развивается. То есть он как-то где-то живет, но ты это не можешь увидеть. Да, только если ты там прям в землянку где-то вот найдешь там этих партизанов, да и то они тебе не все расскажут. Вернее, скорее всего, вообще ничего не расскажут. Вот. Это очень странно, и ну, это редко где такое увидишь. Ну, ось вы, як суведучы гэтай праграмы «Ідэя X», слухаеце дзесяткі, ну, скажем, разумных людзей, можам сказаць, лепшых прыкметных людзей Беларусі на тэму нацыянальнай ідэі. І мне да вас пытанне, вось дзяржава, напрыклад, са свайго боку спрабавала, там нават цэлыя інстытуты працавалі і сфармуляваць нацыянальную ідэю, у іх акрамя вот слухай бацьку нічога не атрымалася. Але з іншага боку, ці атрымліваецца это одно пытанне, другое, ці ввогуле трэба это нейкая вот такая дакладная фармулёўка, ці гэта все-таки нешта такое, ну, скажем, настолько живое, что его не сфармулюешь ніколі. Вот опять же, вот этот вопрос, он как бы, где бы мне его еще задали? Да. Вот. Ну, то есть, понимаете, вот сейчас были выборы там в Америке. Если вы послушаете выступление Байдена, ну, вот, предвыборные, если вы послушаете Трампа, то они все время рассуждают о том, что такое Америка, кто такие американцы, какие у нас ценности. В России, ну, как бы, я знаю, здесь же и вещают российские каналы, да, россияне только и говорят, что Россия, о том, кто мы такие, что мы такие, кто мы такие. А в Беларуси, типа, ну вот давайте не будем об этом говорить. Но при этом, когда происходят какие-то большие акции, ты понимаешь, что это мнение о себе, да, о том, кто мы такие, что такое наша сторона и чего нам надо, оно как-то созрело. Но оно созрело без дискуссий публичных, без обсуждения, да, ну, без видимого. То есть, как бы То бок беларус не хочуць так резка это фармуляваць, каб кагосьці можа не закрануць, не зачапіць, каб не было тых людзей, які б сказалі, вот нам это не падабаецца, каб была ідэя максімальна такая аморфная, каб як мага больш людзей далучылася, ці чаму? Не, это по-другому выглядит. Ну. Давайте вот со стороны. Мгм. Вот вы сидите, да, и рядом еще 3 белоруса сидят. Они сидят и молчат. Молчат. Я не молчу. за Не, тебя. я понимаю. Ну, как вот вы молчите. 3 белоруса сидят, молчат. Потом я так делаю щелчок, и они хором произносят одинаковое. При том, что они молчали. Как они друг друга поняли без общения, непонятно. То есть, если бы сидели представители любого другого народа, вот, ну, как бы я наполовину украинец, я знаю, что происходило бы в Украине. Они бы уже там подрались друг с другом, потом помирились бы, потом опять подрались, потом сказали бы 3 точки зрения, которые бы с друг другом не совпадали. У белорусов по-другому. 3 человека будут сидеть, они будут молчать, даже не переглядываться будут. Даже не будут переглядываться, да? Потом и вот хором повторяет одно и то же самое. То есть для меня вот то, что люди, когда выходили люди в августе на акции, сейчас, когда они выходят, где вы договорились о том, что вот червоно-белый флаг — это ваш флаг? Или где вы договорились о том, что как бы, вам нужна свобода и справедливость? Ну, на основании чего? Где эти дискуссии были? Этих дискуссий практически не было. І вот маё пытанне наступнае. Гэта вот нешта еднасць, агульнасць, якая аб'ядноўвае, яна ёсць толькі ў гэтай часткі беларусаў, якія выходзяць, ці ў тых, якія нас б'юць, таксама яна ёсць. Ці это нейкія людзі з іншай планеты, людзі іншага віда, іх так выхавалі, іх так загартавалі, што яны цяпер не звязаны з беларускім народам, ці это тая ж самая частка беларускага народа? И я так, насколько я понимаю, мы до сих пор в Беларуси никто еще не понимает, а кто их бьет, кто эти люди, потому что они в масках. Я думаю, если в Беларуси все пойдет хорошо, мы потом, как бы все потом узнают, кто именно эти люди, и каким образом им всем, ну, власти удалось из них сделать, ну, как бы, Зомби. Да, ну, не зомби, а чтобы они били людей. Это довольно интересная штука, потому что почему они в масках тогда? То есть я смотрел записи, когда все сравнивают белорусский ОМОН с польским ЗОМО. Ну, польский ЗОМО не прятал лица.
Да, польский ЗОМ спокойно с открытым забралом выходил избивать членов «Солидарности» и, в общем, не стеснялся. Здесь с закрытыми лицами. Я смотрел, там, знаете, выходили фотографии, где награждают людей из МВД, и у них Обрезанные головы. с обрезанными лицами. Ну, как такое возможно? Это тоже странно. Я не уверен, что где-то еще такое может быть. Да, то есть люди... Ну, то есть это как бы непонятно, часть они этого общества, не часть этого общества. Они сюда приехали, они сюда уехали. Ну, или это какие-то люди, у которых там специально 5-6 лет мы специально вокруг них создавали какую-то такую специфическую информационную среду, какой-то вот бабл, там, пузырь, в котором они живут. Это тоже нужно изучать, потому что это, опять же, нетипично. Ну і ось у гэтай сітуацыі калі вы так сказать можете аб'ектыўна ну, з пункту лежання з боку глядзець на беларусаў вот в сённяшнім супрацьстаянні гэтыя знакамітыя рысы беларусаў якія зараз шмат абмяркоўваюць усплываюць ну тое ж самае прыхільнасць да негвалтоўнага пратэсту по-вашаму гэта плюс і мінус бо якраз я ведаю любяць асабліва в Украіне раз вы частковыя адтуль і в Расіі ну скажем мягка так альбо крытыкаваць альбо нават сцібацца з беларусаў што вось яны клетачкамі збіраюцца такі жорсткі аўтарытарны режим скинуть, а это немагчыма? Ну, во-первых, украинцы попробовали, а что получилось? Ну, как бы результат-то уже, сколько там, 7 лет. И что есть? Ну, непонятно еще. Вот. Стратили Крым, стратили Донбасс. Ну, сярод іншага. Вот неизвестно, как бы, тут, понимаете, никто не знает, как прийти вот к ситуации, когда у тебя на улице такой же порядок, как, там, условно, как в Голландии, как в Дании. Да, если почитать литературу, вот путь стран, которые пережили коммунизм, да, вот Восточной Европы, к благополучию, к порядку и к справедливости, таким как там в странах Запада, там, условно говоря, в Швеции и в Дании, никто не знает, как туда прийти. Ну, никто не знает, как туда добраться. Да, вот что нужно делать? Нужно, там, не знаю, разносить улицы, там, или нужно выходить с цветами. Да, непонятно. Вот белорусы пошли этим путем. Я не знаю, никто, я думаю, не скажет вам, правильно это или неправильно. Мне кажется, что в этом какая-то доля истины есть, потому что Беларусь страна крайне молодая, все ее институты, там, суд, правоохранительные органы, система там, исполнения наказаний и так далее, там, парламент то же самое, они очень все хрупкие. Они появились недавно. Да, я думаю, что большая часть судей, ну, как бы если мы сейчас проведем какой-то опрос у судей, они вообще не понимают, что они должны делать. Да, ну, как бы они сейчас исполняют распоряжение администрации президента, но вообще-то они не должны это делать. Вот, то есть, как бы, условно говоря, сейчас... Ну, они не спрабавалі быць незалежнымі, но не ведаюць, як это. И, ну, да, ну, и уже не паспрабуюць пры условно говоря, ўладзе. в 91 году всем раздали вот роли, на, выучи роль, а они эту роль как бы плохо выучили, они в ситуации, когда они ее выучивают. То есть, как бы, ну, то есть они не понимают, что делать. То есть те же самые офицеры МВД, когда им приходит приказ избивать людей. А он должен это делать или не должен это делать? Потому что... гэта загад вусны, звычайна, ніколі пісьмова нема, да. Ну, вот непонятно. Он должен это... Как бы, функционал какой? Я имею право сказать нет? Да, я могу на что-то опереться. То есть, как бы, это как бы такая, знаете, это вот это чиновники, это институты, которые только разучивают свои роли, только осознают, чего они могут, чего не могут. Потому что, я думаю, такой приказ где-нибудь в Финляндии, ну, как бы его просто никто не исполнял бы. Потому что все знают, что это, ну, так это не работает. Вот. И в ситуации, когда у тебя хрупкое государство, хрупкие институты, чиновники плохо понимают, чего им делать, вот такой мирный протест, он, по-моему, имеет смысл, потому что если вы начнете сжигать города, там, разбивать витрины, как бы строить баррикады, есть вероятность, что даже это хрупкое государство, которое у вас есть, неокрепшее, оно провалится. Вы его просто разнесете. Оно вот настолько вот такое вот неокрепшее, младенческое. Да, там, Беларусь как государство независимо всего 30 лет. И если его сейчас как бы сильно ударить, а белорусы могут ударить, да, если 300 тысяч человек выходит на улицу, да, то значит 300 тысяч могут разнести, просто поставить весь город вверх фундаментом. Да? Перевернуть город можно, государство перевернуть можно, а как потом жить? Да, если у вас сейчас есть плохие судьи, но которые, может быть, но есть надежда, что их можно как-то там переучить на хороших, а потом у вас вообще не будет судей. Да, и где их найти? Дякую, Максим.
Гостем сённяшняй размовы был філосаф Максім Гаруноў, ведучы Віталь Циганкоў. Заставайцеся з Белсатам.